ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В преддверии Нового года Пенсионный фонд традиционно подвел итоги работы. Обсудили сделанное, а также ответили на вопросы журналистов. Например, про негосударственные пенсионные фонды, которые активно агитируют граждан, и что лучшее средство в таком случае — сохранять бдительность и не поддаваться на провокации. Также было добавлено, что с 2018 года ожидается ряд новшеств в плане пенсий. Так, теперь ежемесячные выплаты по потере кормильца смогут получать дети, родители которых неизвестны, то есть те, от которых отказались. Кто еще получит дополнительные деньги? Также следующее новшество, которое будет у нас с 1 января 2018 года, это перерасчет размера пенсии в случае увольнения пенсионера с работы. Сроки перерасчета как такового не меняются, то есть в любом случае проходит 3 месяца с момента увольнения до момента увеличения размера пенсии. Но с 1 января 2018 года пенсионер сможет получить доплату, положенную ему со следующего месяца после увольнения. То есть, если пенсионер уволился в октябре, то в феврале он получит увеличенную пенсию не только за этот месяц, но и за прошедшие 3 месяца с момента увольнения. Также с 1 января на 3,7% увеличат страховую пенсию неработающим пенсионерам. А вот с 1 апреля 2018 года больше станут государственные пенсии на 4,1%. Суммы, конечно, невеликие, прямо скажем, но лучше это, чем ничего.